Привет, YouTube! Меня зовут Вика, и в этом видео я расскажу о плюсах и минусах жизни в Якутске. Сравнивать я буду с Москвой, поскольку последние 7 лет провела именно здесь. И сейчас я тоже в Москве, мы с мужем и сыном завершаем дела, и к июню возвращаемся в Якутию. Итак, поехали! Наверное, стоит сразу сказать, что я обожаю Якутск. Начнем с минусов. Ну и их предостаточно, даже если ты очень любишь Якутск. Все-таки Якутск — это Россия, это провинциальная Россия. И всем известно, что все деньги идут в Москву, и Москва хорошеет из года в год. А провинциальные города, наверное, за исключением Питера и Казани, там, не знаю, Екатеринбурга, у нас, к сожалению, не все так хорошо в экономическом плане. Но да, начнем с минусов, а потом я расскажу, почему в Якутске все-таки супер. Я люблю Якутск. Почему? Формат «говорящая голова» абсолютно не мой. Я обожаю влоги, а здесь... Ладно, простите, ребята. Продолжаем. Первый минус жизни в Якутске — это благоустройство. У нас ужасные дороги, как и везде в России, кроме Москвы, да? У нас нет велодорожек практически. Хотя город, я сама бывший веллер, всю юность прокаталась на велосипеде, и я помню, как эти бордюры, вот каждые пару метров это бордюры. У нас специально горные велосипеды были, чтобы брать тараном. Ну, я не умела так поднимать, не такая сильная, к сожалению. И теперь, когда я гуляю с коляской по Якутску, это квест. Особенно по весне, когда все тает, эти лужи. В этом году, 2021, весна была очень снежной, выпадало очень много осадков, весь снег таял, и ужасная грязь, не пройти, не проехать. И так из года в год. Так же было и 20 лет назад, когда я заканчивала школу, и сейчас. Ну вот, благоустройство. У нас очень мало пешеходных зон, у нас очень мало общественных пространств, где можно было бы отдохнуть. У нас очень мало хороших игровых площадок для детей. Я не хочу показывать эти страшные кадры, где вместо площадки огромная лужа и страшные качели, которые сломались еще в 99-м году прошлого века. В общем, благоустройство города хромает. У нас, к сожалению, да, нет сливных канав. Ну, вернее, они есть, но они плохо функционируют. Можно об этом говорить бесконечно. Я не буду об этом говорить, потому что на самом деле в Якутске есть много неравнодушных людей, энтузиастов, общественников, архитекторов, дизайнеров, которые занимаются этим вопросом. Они верят в свое дело, и на самом деле у них получается. Я пока что только так поддерживаю, но у нас появляются отличные общественные пространства. Я здесь покажу фотографии шикарные. И не только в Якутске, стоит заметить, но и в наших улусах, регионах. Я сама лично была в Покровске и очень впечатлена тем, насколько комфортно и красиво получилось у ребят. Они изменили среду, адаптировали для комфортного отдыха. Это очень здорово. Я верю, что мы, якутяне, своим неравнодушием, конкретными действиями, например, выходами на субботники, как-то участвовать в общественных слушаниях и учать своих детей беречь свой двор, свой город. Я думаю, что мы победим все эти проблемы, и при лучших стечениях обстоятельств наш город, он станет очень комфортным для проживания. Главное не быть равнодушными. Второй минус жизни в Якутске — это дороговизна продуктов и недвижимости. Продукты. Фрукты и овощи традиционно у нас очень дорогие и часто очень неважного качества. Я думаю, это большой минус, поскольку едим мы каждый день, хотим есть вкусную пищу, по возможности свежую, богатую витаминами, но это очень сложно.
Мне сложно с этим смириться, поскольку есть чем сравнивать в Москве. В Москве, в любом Ашане, в любом супермаркете огромный ассортимент всего. Зелени, там и экзотические фрукты, и овощи прекрасного качества. К сожалению, в Якутске с этим проблемы. И если вы хотите жить в Якутске, имейте это в виду. Отсюда и цены, например, в кафе повыше. Да, повыше, чем везде, чем в Москве. И еще по поводу дороговизны. Жизнь дорогая, и это очень видно по ценам на недвижимость. Недвижимость у нас стоит примерно чуть-чуть ниже, чем в Москве. Абсолютно так же, как в Подмосковье. Не знаю, с чем это связано, но жить в Якутске, покупать квартиру в Якутске дорого. Третий минус жизни в Якутске и в целом в Якутии — это лесные пожары. И как следствие задымленность. Очень тяжело, приходится на вторую половину лета, ближе к осени, особенно это показал 2020 год. В одном из своих прошлых видео я показывала задымленность у нас в деревне. И лесные пожары, они настолько интенсивные, они охватывают такую огромную территорию республики, что дым едкий, очень вредный, он стоит прямо неделями. И это тяжело переживать. Кажется, что на эту проблему, задымленность от лесных пожаров, мы не можем никак повлиять на нее. Но это не совсем так. Наша личная ответственность за то, как мы разводим костры, как мы отдыхаем на природе, она тоже имеет огромное значение. И вот сейчас я поставлю кадры ролика. Пожалуйста, его посмотрите. Да, и, наверное, к этому третьему пункту относятся и паводки. Получается, летом мы горим, а весной мы тонем. Я знаю, что у меня в комментариях появлялись люди, которые говорили, что хотят переехать в Якутию, заниматься сельским хозяйством. Так вот, вы должны знать, что весной, если вы будете жить недалеко от реки, надо быть готовым к наводнениям. Они довольно серьезные и не всегда компенсируются государством. И четвертый минус жизни в Якутске — это мало высококлассных, узкопрофильных медицинских специалистов. Если ты серьезно заболел, то часто приходится выезжать за пределы республики. От себя скажу, что да, действительно это так. Например, своей ортодонтией, она повторная. Я целенаправленно занимаюсь в Москве. Так приходится. Да, это очень затратно и неудобно. Я бы с удовольствием лечилась в Якутске. Но, к сожалению, сейчас у нас такие реалии. И пятый минус жизни в Якутске, о котором я долго не буду говорить, это просто скажу, что дорогущие билеты куда-либо, особенно по республике. Вот парадокс, да? В Москву часто даже дешевле бывает улететь, чем в Среднеколымск. Ужасно, ужасно. Да, и поэтому мы часто чувствуем себя немного оторванными от всей России, от всего мира, потому что, ну да, мы действительно очень далеко находимся, и нам сложно улететь из Якутска, да. Да, у меня всего 5 минусов в жизни в Якутске. Давайте в комментариях вы тоже напишите, что вы ненавидите в Якутске, чем омрачается ваша жизнь в Якутске. Это обращение к якутянам. И если вы не из Якутска, то можете пофантазировать или спросить. Та-дам! А теперь плюсы жизни в Якутске.
Так, сравнивать я буду с Москвой. Итак, самый главный плюс жизни в Якутске лично для меня — это близкие рядом. Когда появился Егорка в нашей семье, я остро почувствовала, что ну кому я ему доверю, кому я доверю маленького ребенка, когда я ухожу на сплав на целых 4 дня. Но только близкому человеку. Спасибо моей племяннице, которая стойко нянчила все 4 дня моего маленького сыночка. Вот, и Москва оказалась для меня, знаете, городом одиночества, с ее расстояниями, которые, вот как ни крути, надо задолго планировать встречу, вот просто так, это нужно жить в одном районе, ну, лучше, конечно, в одном доме, но такое вообще не случается, я нигде не видела такого. В Москве все пахают и живут своей жизнью, ну, может быть, да, творчеством занимаются, и как-то общаются со своими единомышленниками, это круто, но и в Якутске тоже можно абсолютно спокойно заниматься творчеством, чем все якутяне занимаются, на мой взгляд. Якутск очень творческий город, но это позже, это уже следующий плюс. Да, хотела сделать это последним плюсом, таким завершающим, но на самом деле это второй плюс. Якутск классный и движовый город, Якутск молодой. Почему? Потому что здесь живут неравнодушные люди. Я очень люблю наших горожан, якутян. Как по мне, они все очень творческие. Ну, конечно, не все, но большинство неравнодушные, энтузиасты, занимаются кино, дизайном, соцсетями, фотографией, кино, видео. Повторяюсь, кино, да. Ну, все слышали, наверное, про якутское кино, наш якутский Болливуд. Вот. Якутск очень движовый. Да, здесь такая энергетика, и молодежи, мне кажется, большинство. Вот когда я была молодой, когда я заканчивала школу, у нас было немного, но это дети, родившиеся в конце 80-х, 90-х, нас действительно мало. А сейчас очень много молодежи, и это здорово. И к тому же они все свободомыслящие, это очень важно, и поэтому Якутск, он перспективен тем, что молодежь отсюда не стремится уехать. Ну, конечно же, они путешествуют, сейчас нет границ, но многие возвращаются и меняют Якутск, открывают кафе, работают в сфере услуг и повышают сервис. Это здорово. В Якутске бьет ключом живая, наполняющая энергия. Ну, на моем опыте Москва, она бурлящая, кипящая, но высасывающая, а Якутск наполняющий. Третий плюс жизни в Якутске по сравнению с Москвой — это расстояние. Они маленькие, за один день можно успеть несколько дел, даже пешком. Ну, у нас не очень удобно ходить пешком, но тем не менее, если вот все точки находятся в центре, легко. Еще можно и кофе попить в модной кафе, в модной кафешке. Господи, простите, ребят, я ужасно давно не говорила на камеру и немножко простужена. И, пожалуй, самый главный плюс жизни в Якутске для меня — это природа, простор, небо, воздух, река, наши бесконечные вылазки на природу, потому что в Москве мне всего этого очень не хватало, особенно хруста снега под унтами, морозный вкусный воздух. В Москве какая-то ужасная грязевая снеговая каша под ногами. Я очень устала от загазованного воздуха, от этого бесконечного шума от дороги. Фоново этот шум вызывал у меня огромный стресс, особенно в метро. Нет. А в Якутске даже свет падает по-особенному, волшебно. Знаете, это когда ближе к белым ночам, ближе к вечеру, когда начинают стрижи так летать и кричать, и яркое солнышко, такое сухое-сухое тепло опускается, и свет падает. Это что-то из детства. Я очень люблю в Якутске природу. Для меня это самый ценный душевный ресурс. В Москве такого нет. Я могу бесконечно говорить о реке Лени, об островах, о небе, о просторе, о воздухе. Потому что это все мое, и ради этого
Я готова променять жизнь в перспективном мегаполисе на жизнь в простой якутской деревне. А еще в Якутске восхитительные звезды. Уедешь на мифический табун, это ближе к Табаге. Боже, в августе, когда Персиды. Безумно хорошо. Нет засвета от огней большого города, как в Москве. В Москве вообще звезды не видела. Видела только однажды, когда мы уехали на Селигер. А тут эти звезды огромные. А когда мы провели август в деревне, я была просто поражена. Я видела Млечный Путь каждую ночь. Это безумно красивое зрелище, ради которого стоит жить в Якутске. Пятый плюс жизни в Якутске для меня стал такой из личных вкусовых предпочтений в еде. Это свежее мясо и продукты. Тут же я говорила, что у нас дорогие овощи и фрукты, но у нас есть такое сокровище гастрономическое, как жеребятина. Свежая, прекрасная, никаких гормонов, на травяном корме. Да, я обожаю нашу жеребятину, субпродукты. С тех пор, как мне диагностировали целиакию, то есть продукты с клейковины, пшеницы, ржи, ячменя, глютен так называемый, да. Я, знаете, раньше не очень любила потрошки, а сейчас я просто жить не могу. Я харту ем просто за обе щеки. Да, это супер продукт, супер полезно, столько железа, микро-макроэлементов, а вкус какой безумный, я не знаю, очень вкусно. Это большой деликатес. Всем гостям на Якутии рекомендую попробовать субпродукты. Харта, суп из ежиков, печень сырая. Ну, рыба, само собой, да. Да, вот продукты, это имеется в виду мясо, рыба, а еще деревенская сметана. С зеленым луком, боже. В Москве такого не сыскать, только в супердорогущих ресторанах, да и то, я не знаю, как сюда транспортируют нашу рыбку и мясо. Да, только в дорогущих ресторанах, не каждый день. И еще оленина. Кушать хочу. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, вытерпели мои... Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а чем вам нравится или не нравится Якутск. Какие ваши плюсы и минусы жизни в Якутске.